Этот мир – мир испытаний. И мы сюда пришли для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля испытал нас. Как говорил Али радийаллаху анху, это место, где есть деяние и нет хисаба. Мы здесь делаем то, что хотим. Здесь за нас не спросят. Сколько есть людей, которые безнаказанно творят нечестие. Но судный день, говорит, там будет хисаб и не будет действий. Амаля не будет. Там уже Аллах будет с нас спрашивать, и мы уже ничего не исправим. Поэтому человек должен жить, понимая, осознавая, что придет день, когда мы будем стоять перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и Он с нас спросит. Спросит за всю ту милость, которую Он оказал. За ту милость, которую Он оказал, и что мы сделали в ответ. И там уже не получится придумать что-то. И как говорил Умар радийаллаху анху, если я буквально на час вот потеряю вот эту связь о том, что будет смерть, будет хисаб, вся моя жизнь расстроится. И об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе от Ади ибн Хатима. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый из вас обязательно предстанет перед Аллахом. Обязательно, это неизбежно. Любой из нас предстанет перед Аллахом. И не будет между ними ни преград, ни переводчика, который стал бы переводить. То есть никто за нас ничего не скажет. Мы напрямую будем отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля. И обязательно спросит человека Всевышний: разве не даровал я тебе богатство? И тот ответит: даровал. Потом он обязательно спросит: разве я не направил я к тебе посланника? И тот ответит: направил. А потом человек посмотрит направо и не увидит ничего, кроме пламени ада. И посмотрит налево и не увидит ничего, кроме пламени ада. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: так пусть же каждый из вас защитит себя от огня хотя бы с помощью половины финика. То есть у тебя есть вот кусок половины финика, хотя бы защити себя вот от этого огня, от этого дня, когда Аллах Субхану ва Тааля спросит с тебя за всю милость, которую Он тебе оказал. А если не найдешь этого, то есть вот реально, вот как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у которых не было еды, они ели листья деревьев, как об этом говорили сподвижники. Не было еды, они ничего, кроме листьев дерева, которые они жевали, от чего края рта покрывались язвой. Для них нет оправдания. А с них, если не найдешь, хотя бы доброе слово. Сделай что-то, хотя бы доброе слово, насихат. У тебя нет что дать, хотя бы насихат. Но ты об этом не забывай. Этот день обязательно будет. Поэтому мусульманин должен жить, помня об этом и делая причину того, что поможет ему на весах, которые будут, и в котором каждый увидит мискаль, маленькую частичку зла, которую он совершил, и маленькую частичку добра, которую он совершил. Даже вот эта половина финика, она может иметь решающее значение. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал. И более того, и это наша ошибка. Аллах Субхану ва Тааля говорит: вы не обретете благочестие. То есть вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Не то, что вот лишнее, там мелочь в кармане осталась, а давай я оставлю. А то, что вот то, к чему вот ты хотел это, вот до тебе это пришло, и вот пока ты это не будешь ради Аллаха давать, ты благочестия не достигнешь. И что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Аллах ведает, Аллах знает, какие это деньги. Это просто мелочь в кармане, которую ты бросил в ящик. Или то, что ты реально сам хотел. Как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он хотел рыбу, ему подарили рыбу, он хотел, мечтал о ней. Потом пошел и дал другому. И они так передавали. Сподвижник умирал, хотел пить, увидел другого, который хочет пить, говорит: напои его, я потом буду пить. Пока ты не будешь делить, ты не обретешь благочестие. И именно поэтому Умар радийаллаху анху пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: о посланник Аллаха, мне досталась земля в Хайбаре. Хайбар – это самая плодородная земля. То есть такой земли еще не было. У меня никогда доселе не было ничего ценного этой земли. Что посоветуешь мне с ней делать? Что ты посоветуешь? То есть он говорит: мне дали землю, до этого у меня ничего такого не было. То есть земля Хайбара, она была очень известная, такой финиковые пальмы, финиковые рощи. То есть она плодородная, хорошая. Мне она, говорит, досталась, ничего ценнее этого мне еще не доставалось. Что мне с этим сделать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если хочешь, сделай ее вахфом.
То есть сделай ее вахфом, сделай тем, что будет ничье. Это будет имущество Аллаха Субхану ва Тааля, которое ты не можешь ни наследовать, ни подарить, ни продать, ни кто-то не может его купить. Это имущество, оно Всевышнего. Но прибыль от нее, все, что от этого будет, будут пользоваться те, кому ты пожелаешь. И Умар сделал этот участок вакфом с условием, чтобы его не продавали, не дарили, не наследовали, пользовались ею неимущие родственники для выкупа рабов из рабства, путники, воины и гости. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посоветовал Умару, радиаллаху анху, сделай вот этот сад вакфом. И этот сад, он дает плоды, и его никто не может ни наследовать, а прибыль с этого, вот все плоды, которые приходят, они уходят на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Те, кто в этом нуждается, это имущество, оно общее. И вот это действие, он был первым, кто сделал что-то, оставив это в виде вакфа. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, после этого приходили и отдавали лучшее, что у них было. Они вот то, что им больше нравилось, они приходили и отдавали. И приходит от Джабира, радиаллаху анху, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слова, то, что ни один сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не остался, не оставив после себя вакфа. То есть оставив что-то после себя. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля, возможность для нас оставить после себя что-то, что будет приносить, вот капать вот в эти весы. Вот эти половины финика будут постоянно. Сколько фиников из Хайбара Умара, радиаллаху анху, приходило в его весы, иншаллах, на судного дня? Это возможность. И ученые сказали, в этом вакфе понять очень много пользы. Первое – это награда Аллаха Субханаху ва Тааля. Вакфа бывает очень много видов. Есть религиозный вакф. Мечеть – это вакф. Мечеть – это вакф. Мечеть не принадлежит ни мне, ни джамаату этому, ни муфтиату. Она общее имущество всех мусульман. Не может человек прийти и сказать, это мое здание, мы всех выгоняем. Это имущество. Если в основе посмотреть, это вакф, мечеть – это вакф. Первый вакф, который сподвижники пророка, саллаллаху алейхи, построили, это мечеть. Мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Каждый, кто, во-первых, мы построили мечеть, мы за это получим награду. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, человек, который построит мечеть, даже в размер вот, дома Куропатки или горлицы, да, то есть вот маленький, для него Аллах уже построит дом в раю. Единовременно, вот сейчас я построил мечеть, обещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что в раю для меня построили дом. Дальше за каждый намаз каждого человека в этой мечети мне будет капать награда. За каждый урок, который будет проведен в этой мечети, мне будет капать награда. За каждое чтение Корана, которое будет здесь, мне будет капать награда. Это для нас возможность. И первое, да, это награда Аллаха Субхану ва Тааля здесь, сейчас. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Тот, кто построит мечеть, даже с размером гнезда Куропатки. Всевышний построит дом в раю. Возможность. Аллах дает. Второе, это благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Все, что мы имеем, это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах одарил нас этим. Будь то положение, будь то богатство, будь то здоровье. И мы, проявляя благодарность, выделяем из этого часть, возвращаем. То есть Аллах нам дал энную сумму, мы часть из нее возвращаем Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в суре Мунафикун, аят 10 говорит, расходуйте из того, что мы вас наделили. То есть то, что у вас есть, это мы вас наделили. Расходуйте, приказ Аллаха Субхану ва Тааля, до того, как вас постигнет смерть. И вы скажете, Господи, предоставь мне недолгую отсрочку, я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников. Пока ты не умер, потом ты пожалеешь об этом, потом ты попросишь, скажешь, Аллах, верни мне, я вот отдам. Нет, потом уже будет поздно. Пока еще смерть не пришла, расходуй. Расходы из того, что Аллах тебе дал. В суре Саба Аллах Субхану ва Тааля, 39 аят говорит, скажи, воистину мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. То есть Аллах кому хочет дает, кого хочет забирает. Сколько было миллионеров, которые прогорали полностью в ноль? Или наоборот, как эти же сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые ели траву, а в конце жизни стали наместниками, руководителями городов. Аллах возвеличил их. Это все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Обещание Аллаха, Аллах в Коране обещает, говорит, да, я верну это. А мы не верим, мы боимся этого, мы боимся, что мы обеднеем. Он наилучший из дарующих удел. Обещание Аллаха Субхану ва Тааля.
В суре Бакара Аллах Субхану ва Тааля говорит: тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у Аллаха, у Господа, они не познают страха и не будут опечалены. То есть их не постигнет ни страх, ни печаль, ни в этом мире, ни в судный день. Как раз вот в то время, когда человек будет стоять перед Аллахом Субхану ва Тааля, справа и слева от него будет огонь ада, он не познает страха, обещание Аллаха Субхану ва Тааля. Таким был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Известный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мне бы не понравилось, будь я владельцем золота с горой Ухуд. Гора Ухуд, кто был в Медине, видел. 3 на 7 километров, если не ошибаюсь, примерный размер. Вот такая гора Ухуд из золота. Если бы она мне была, у меня была бы, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мне бы не понравилось. Если бы на 3-й год у меня еще что-нибудь осталось, разве только динар, который я припас бы для покрытия своего долга. То есть я на себя потратил бы, может быть, 1 динар, все остальное я бы раздал бы. По-другому бы мне это не понравилось. И когда его спросили: я Расулюллах, какая садака, вот какая милостыня самая лучшая? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: та, которую ты подаешь, будучи здоровым, скупым, боясь нищеты и желаешь богатства. Вот самая сильная садака, когда я сильный, у меня есть богатство, я боюсь, что я отдам, и я стану бедным, я боюсь бедности. Я здоров, мне еще вся жизнь впереди, мне нужно детей кормить, учить, дом купить, жену обеспечить. То есть столько планов, и вот в это время садак, который ты даешь, оно самое ценное. То есть ты находишь в этом, боясь нищеты, ты выделяешь долю на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Но не тяни, а иначе, когда твой дух достигнет глотки, то есть ты начинаешь умирать, ты понимаешь, что у тебя там еще пару лимонов осталось, миллионов, да, там, дом, и ты вот этим воспользоваться уже не успеешь, и ты начинаешь туда-сюда отдавать. И ты дашь одному столько-то, второму столько-то, ну, там уже определено. Вопрос завещания, вопрос наследства уже определен. Ты не можешь это раздать, это уже имущество твоих наследников. То есть, когда человек уже старый, он уже умирает, он понимает, да, вот действительно смерть, и он начинает выделять, ну, ценнее было садака, когда ты был молод. Третье – это садакатуль джария, то есть неиссякаемая садака. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда умирает человек, все источники награды обрезаются, кроме 3. То есть 3 источника, от которого награда еще идет, даже когда человек находится в могиле. Первое – праведный сын, который просит за своего отца. То есть если мы воспитаем праведных детей, которые будут просить дуа за нас, иншаллах, это наше положение в могиле, наше положение в судный день поменяет. Это возможность. Второе – это знание. Знание, которым пользуются люди. Я научил человека читать намаз, и я умер. Человек продолжает пользоваться моим знанием, мне награда от этого будет идти. Третье, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: садакатуль джария. То есть садака, которую человек оставил при жизни и которым пользуются мусульмане. Имам ан-Навави сказал, что садакатуль джария – это вакф. Даже, говорит, большинство ученых, даже какое-то мнение даже есть, большинство ученых сказали, что это и есть вакф. Человек сделал вакфом родник, как Усман радийаллаху анху. Усман радийаллаху, когда в Медине был один источник с чистой питьевой воды, и ею владел один иудей, который продавал воду очень дорого. И это очень печалило пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И узнав об этом, Усман радийаллаху анху, машаллах, богатый человек, но от этого эти деньги он тратил, и его богатством пользовались мусульмане. И он выкупил, он не смог сразу все выкупить. Он сказал: давай так, день мой, день твой. И то запросил очень большую цену. И Усман радийаллаху оплатил и сказал: вот по нечетным числам мусульмане бьют бесплатно. По четным иудей пытался продавать. Он сделал это вакфом, это стало имуществом всех мусульман. Никто после этого уже не владел этим. И каждый, кто пил из этого источника, награда шла Усману радийаллаху. До сих пор в Медине есть гостиница, которая принадлежит вакфу Усмана радийаллаху анху. Вакф Усман. Человек умер 1400 лет назад. А его гостиница, которую он оставил, построена на его деньги. Она ему, все люди, которые там живут, награда приходит Усману радийаллаху анху. Человек умер, а источник, который увеличивает его благие деяния, он не прекратился. Далеко ходить не надо. Татары наши, дедушки, прадедушки. Ислам не был терпимой религией в этом государстве, в Российской Федерации. Только при Екатерине начались некие послабления. Но не строились мечети на государственные деньги. Кто строил мечети? Строили меценаты.
Люди, которые были богатыми, но от богатства этих людей пользовалась умма, пользовались мусульмане. Любая семья, богатая семья, которая имела заводы здесь, мануфактуры, они строили свои мечети, имели свои мадресе, обучали шакирдов. Вот эти вакфы, они были, они работали. До сих пор в Мекке есть вакфы, которые принадлежали нашим дедам, татарские вакфы. Валиуллах сколько пытался их получить, но на сегодняшний день нету одного централизованного представителя татар, который сказал бы: я как наследник всех татар могу взять под себя шефство над ними. Вакф, он не принадлежит никому. Он имущество Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Но им пользовались. То есть татары построили свои гостиницы, в которых жили татары, которые приезжали совершать хадж. То есть люди имели деньги, и они отдавали. Он построил дом, и паломники, гости Аллаха Субхану ва Тааля жили там. И он был соучастником ихнего хаджа. Человек умер, но сколько хаджиев прошло через это здание, и он получал эту награду. Это и есть садакатуль джария, это и есть возможность для нас оставить задел. Мадресе Мухаммадия, опять же, человек построил. Каждый год сколько людей учится, тот, кто начинал, тот, кто построил. И тот, кто дальше помогает, он будет получать от этого награды. И у этих не уменьшится. Преподаватели, которые преподают, они будут получать награду, но долю будет получать и тот, кто начинал, кто вкладывался в это. Строить мечеть. Человек принес, отдал рубль. Вот, соответственно, вот этому рублю он эту награду... Сколько людей проходит? Вот это как у бизнесмена называется пассивный доход. Ты вложил, и ты забыл об этом, но это потихоньку тебе увеличит твое финансовое состояние. А тут мы получаем свое состояние ахирата, у Аллаха Субхану ва Тааля. И также у этого есть очень много польз общества. Благодаря вакфам мусульмане, некий баланс между богатыми и бедными. То есть бедные тоже получают возможности. Сколько, даже вот система вакфов очень сильно распространена в Турции. Мы утеряли это благодаря 70 лет советской власти. В Турции, благодаря вот этим системам вакфов, мадресе, пансионаты, интернаты, даже дети из бедных семей имеют возможность получить знания, подняться и разбогатеть. То есть ребенок, который живет где-нибудь в трущобах, у него нет возможности учиться, он так и останется в этих трущобах. А благодаря вакфу у нас есть возможность вытащить, у человека есть салят, да, есть у него вот предрасположенность к знаниям, физико-математик или медик. И вот именно эти вакфы, они, обучая их, поднимали, трудоустраивали, и эти дети потом приходили и помогали этому вакфу жить дальше. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал по своей мудрости так, что эти вакфы, они помогают равному распределению, то что мусульмане становятся сильнее, становятся богаче, становятся умнее, становятся сильнее. Сколько деревенских детей? Очень много историки пишут, что среди татар грамотность была очень большая, потому что как минимум 2 года дети в деревне ходили к хазрату, девочки к абустайке и учились читать и писать алиф-ба, уметь читать Коран. Большинство из них теряло эти навыки, потому что они работали в поле. Но у того, кто хотел, ей была возможность обратиться в мадресе не за свой счет, а вот благодаря этим меценатам учились. Тот же Абдулла Тукай учился в Мухаммадии. То есть была возможность, даже вот если человек есть вот эта саля, да, то есть подняться. И это тоже мир и справедливость Аллаха Субханаху ва Тааля. И для нас важно это вернуть, восстановить, вернуть забытое. Это не что-то новое, это мы просто забыли про это. Это возможность для нас. Вот вложившись здесь, даже вопрос этого мадресе, если мы более глубже об этом подумаем, опять же, это же вопрос намерения. Если я просто как садака дал, это садака. Я просто дал садака, это садака. Если мы даем деньги, делайте правильное намерение. Сделайте так, чтобы это было садакатуль джария, что все, кто будет учиться, чтобы я получил с этого награду. Все ученики, которые здесь научились читать и писать, получит и учитель, и получит тот, кто построил это здание. И благодаря этому Аллах Субхану ва Тааля наше положение поменяет, даже когда мы будем в могиле. Это для нас возможность. И это возможность взаимопомощи. Опять же, найти нуждающегося мы не можем, но если будет какой-нибудь вакф. Опять же, вакфы бывают разные, религиозные. Человек может построить завод и всю прибыль раздавать нуждающимся финансово. Либо это вопрос, семейный вакф может быть.
То есть вот эта вещь, она общая всей семьи, вы не можете ее продать. Но прибыль от этого будет разделяться между потомками. И эта возможность тоже есть. Даже вот у меня нет возможности построить мечеть. Я могу мусхаф, Куран купить, написать вакф Аллаха и оставить. О чем это говорит? То, что никто домой этот Куран забрать не может. Он должен лежать в мечети. Но каждый, кто прочитает аят, за каждое слово он получит 10 аджров. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я не говорю алиф лям мим, это 10. Алиф 10, лям 10, мим 10. Вот он за этот аят получил 30. И получил я, который этот Куран оставил. Я оставил стул в мечети. Каждый человек, который на нем сидит, бабай какой-нибудь, который не может, он на этом стуле сел, сидит, намаз читает, я получаю за это награду. Родник мы построил, оставил, каждый человек, который выпил глоток воды, я за это получу награду. Аллах дал нам эту возможность. Мы сами ходим, теряем это. И также немаловажный вопрос, который является обязанностью для нас – уметь благодарить. Повторюсь, люди далеко за несколько сот тысяч километров вкладываются в наше мадресе, вкладываются в нашу мечеть, чтобы наши дети спокойно здесь играли, чтобы наши дети занимались спортом, чтобы наши дети учились. Нужно уметь благодарить. И это является нашей обязанностью. Мы должны делать дуа за этих людей. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Не надо считать, он же делал ради Аллаха, все, меня это не... Нет. Он делал ради Аллаха, это то, что между ним и Аллахом, он за это получит. А моя обязанность отблагодарить его. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе приходит у Абу Дауда и Нисаи. Если кто-нибудь сделал тебе добро, ответь ему тем же. А если у тебя нет ничего, то есть ты не можешь ему помочь ответить, чтобы дать ему, тогда делай дуа за него. И продолжай делать, пока ты не будешь думать, что сделал достаточно. Человек пришел, помог, вложил, мы должны попросить за него. Аллах, наставь его, Аллах, прости его грехи, прости грехи его родителей, которые воспитали такого ребенка. Есть люди, которые, меценаты, которые приходят, отдают деньги. Мы в своих намазах, это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это наша обязанность, будучи мусульман, просить и за них, у Аллах, каждый, кто участвовал в строительстве этой мечети, каждый, кто участвовал в строительстве этого мадресе, Аллах, прости их грехи, исправь их, наставь их, позволь им еще больше помогать, увеличь их имущество. И это наша обязанность, будучи мусульманами. Поэтому не забывайте, мы не можем, да, но если люди нам помогают, хотя бы просите у Аллаха субхану ва тааля. Мы должны просить за них, чтобы Аллах дал им баракат. И это является частью нашей религии.